Работа органов внутренних дел всегда в центре внимания всего общества. Сказать определенно точно, каково общественное мнение об уровне безопасности личности и деятельности органов внутренних дел сложно хотя бы потому, что специально такую проблематику, насколько я знаю, никто не изучает. И плюс нет социологических опросов, которые были бы проведены профессионально. И поэтому, когда формируется общественное мнение, все-таки надо использовать данные, скажем, науки. Частью этой науки является социология. Этого у нас нет. Но у нас есть очень важная, интересная статистика по работе Министерства внутренних дел. И сегодня возможно, что основную работу свою, то есть обсуждение проблемы, поставим именно вот в контексте вот этой справки о статистике и так далее. Мы будем говорить прежде всего. Гости нашей программы сегодня министр внутренних дел Республики Абхазия Будба Вальтер Сергеевич и начальник государственной автоинспекции Батал Валерьевич Агарба. Добро пожаловать. Нам с Анной сегодня помогает наш коллега Роберт Джопла, он же директор холдинга Апсна Медиа. Он впервые участвует в нашей программе. Вальтер Сергеевич, у меня вот складывается такое впечатление, что чаще и более открыто надо говорить о вашей работе, я имею в виду о работе вашего ведомства как ключевого министерства. Мы вот очень стараемся, мы хотим, чтобы на самом деле это было чаще и быстрее, как-то более оперативно мы получали ответы или комментарии на вопросы, которые вот интересуют общество. Иногда это затягивается, но это касается не только вашего министерства. Возможно, что есть какая-то причина вот особая, которая немножко сдерживает наше взаимодействие. Я хотела бы спросить, вот как вы думаете, более оперативно взаимодействовать со СМИ, особенно с государственным каналом, с телевидением, это возможно? Если это трудно, то почему трудно? Нет, трудностей я здесь не вижу. Ну, наверное, немножко, я бы сказал, что это, наверное, связано с моей непосредственно профессиональной деятельностью. Я всю жизнь старался не выпячиваться. И вообще вот этому тоже надо учиться. Это, наверное, то, чему я не успел научиться, занимаясь своим делом. Ну, скажу так, я всю жизнь, я пиариться не умел никогда, я тихо работал, давал тот результат, который необходим был. Вообще оперативная работа не любит вот этого, такого, чтобы пиариться везде и светиться, тем более на телевидении. Может, вот это сказывается. А теперь уже, будучи на этой должности, я понимаю, что общественность должна быть в курсе о всех процессах, происходящих, как внутри ведомства, и также о всех процессах, о проблемах, с которыми мы сталкиваемся при выполнении поставленных перед нами задач. Не имеется в виду только интервью с руководителями вашего ведомства. Имеется в виду, даже если мы запросили информацию, это же телевидение, вообще СМИ, это же оперативно, это надо сегодня подать. Пусть даже короткий комментарий к какому-то событию. Иногда приходится ждать пару дней, и тогда это уже не актуально. Вот по поводу оперативности мы с этим иногда сталкиваемся. Каждая информация имеет срок. Да, я лично столкнулся, не будем скрывать, я 2 месяца ждал ответа на вопросы нашего корреспондента, и в частности мы их задавали руководителю госавтоинспекции, но за долгие 2 месяца в ходе долгих переговоров с представителем вашей пресс-службы мы ни к чему не пришли. Мне кажется, как раз таки, если как она говорила, если будет как-то оперативное взаимодействие с представителями средств массовой информации, это снимает множество вопросов. Это в первую очередь, мне кажется, пойдет на пользу Министерству внутренних дел, в частности, от госавтоинспекции.
Специфика нашей работы имеет большое значение. Проведение мероприятий. Вот буквально вчера вы все присутствовали на мероприятии в Гагарском районе, где было задействовано основное количество личного состава. И когда попадают загруженные моменты работы с журналистами, конечно, сложно отрываться от прямых своих обязанностей в обеспечении общественного порядка и даче информации. И, естественно, наша пресс-служба зависит от наших данных, которые мы им предоставляем. Не всегда это своевременно получается. Также в тот период, если моя память мне не изменяет, мы давали интервью Абхазскому государственному телевидению. Вся информация важная, которая интересует и волнует наших граждан, дается всегда, она не закрыта, ни в коем случае мы готовы и даем начальник ее. ГАИ, кстати, мой однофамилец. Не думайте, что я, так скажем, так Да, настроена. Поэтому он часто бывает в мы с нашем большим эфире. удовольствием, если вы организуете Да, нам площадку, но придем мы к вам. напрямую выходим. Это вот пресс-службы, они почти везде одинаковые, но у вас пресс-служба посложнее, потому что там вот, учитывая специфику, пытаются не то что зажать информацию, а вот проверить спешите. информацию. Вот, возможно, бывает перебор с этим, и поэтому, знаете, 2 месяца ни один журналист ждать не будет, смысла Я нет вам через скажу, 2 месяца информация давать рознь. комментарии. Да. Информация рознь. Мы к ней, конечно, относимся очень осторожно. Одно дело, когда ее дали, эту информацию дали люди, не имеющие к этому отношения, просто как посредники, да, а другое дело, когда это даем мы. Конечно, мы взвешиваем, мы аккуратно к ней относимся. Она может и сыграть совсем злую с нами шутку. Вот. Потом нужно понимать, там, и наше общество, оно не всегда слышит, что мы говорим, а слышит, что хочет. Да, и вот тут есть у нас лучше Просто, осторожничать. Да, но я думаю, что все равно вы учтете вот наши пожелания, наше мнение. Это касается не только вашего министерства. У вас, можно сказать, есть хоть какое-то основание вести себя таким образом, хотя считаю, что лучше этого не В делать. оперативной Это- части вообще да. очень аккуратно надо вести. Да, Это же, но вы речь поймите, это идет не чьи-то об родственники оперативной и так очень далее. часто, да. Здесь как раз-таки, если говорить там о каких-то там тяжких преступлениях, да, бывают, к сожалению, такие, мы долгое время, я говорю, журналисты, не можем получить даже подтверждение тому или иному преступлению. Нам от представителей Министерства внутренних дел порой нужно просто подтверждение того или иного факта. Да, это произошло. Квалификация называется. Да, это Мы не можем произошло, спешить. ведется расследование, но подтвердить факт какого-то преступления, мне кажется, можно там в течение часа и так далее. Другое дело там комментировать, как это произошло, вследствие чего, это второй Очевидное вопрос. преступление, безусловно, Да, можно. а бывает даже этого да, мы, об журналисты, этом не речь можем, идет. мы берем информацию в каких-то соцсетях, слухи порождают другие слухи. Немножко в вашу защиту в этом вопросе скажу, что есть министры, которых мы привести сюда, вот в Аргаму, не можем уже 3-й год. Они все чиновники любят эфир, ну что делать? Будем, наверное, эту ситуацию вместе исправлять. Мы немножко в какой-то момент успокоились, что меньше стало ДТП со смертельным исходом, а вот сейчас, вот этим летом и вот на днях буквально очень такие страшные были ДТП, погибли молодые люди. Понимаете, впечатление может быть 2-3 человека, когда подряд погибли. Понятно, что мы все друг друга здесь знаем, и для всего общества это становится резонансным таким событием. Трагедия. Да, а вот что касается для вас, как для работников этого органа, эта тенденция, она какая-то случайная или на самом деле по сравнению с 2021 годом пошла какая-то другая тенденция? Или вы можете сравнить и с другими годами предыдущими и сказать, что происходит вот на наших дорогах? У нас ведется анализ всех дорожно-транспортных происшествий. Причем он ведется место, время, наибольшее количество аварий, причины. Все это изучается, причинно-следственная связь. Все это у нас изучается, мы пытаемся на это все влиять. Поверьте, вот каждую трагедию мы проносим через себя. Вот каждое тяжкое преступление, совершенное в Абхазии, это звонок, мне сразу докладывается ситуация. Значит, это день и ночь. У меня уже скоро, наверное, тик будет, когда звонок дежурной части, ты уже понимаешь, что что-то
произошло. Единственное, что просишь там Бога, чтобы это не было связано со смертельным исходом. Но теперь, что касается, как вот нам объяснить вот этот некий скачок. Значит, я вам честно скажу, самая большая проблема, она в нас. Мы, когда эту проблему обсуждаем, почему-то вот, не может же быть так, что ты садишься за руль, начинаешь гонять и думать, что сотрудники ГАИ должны сработать. Нет, наверное, с себя надо начать. Вы посмотрите культуру вождения наших граждан. И потом я вам скажу, вот эта безнаказанность, мы всегда там друг за друга звоним, там, и так. Мы это все обсуждаем, причем очень жестко выговариваемся по этому поводу. Но как только это коснулось наших родных и близких, мы начинаем по этому поводу звонить там министрам, замам, отпустите его, да он хороший парень, молодой там. А все так и происходит. Вот так, секунда, две, управление потерял и трагедия. Вот. И еще что хочу по этому поводу. Надо начать. Мы когда своим детям покупаем машины с сумасшедшим объемом, за сумасшедшие деньги. Наверное, слушайте, это же ваши дети. Я вот сегодня начинаю приходить к тому, что мне нужен результат. Честно сказать, я иногда там на эмоциях там вот вижу, когда начинают гонять. Вот если вы видели, в Сухуми уже вот этого дрейфа, вот это все тихо прекращается. Я потому что просто начал, как и с волевым решением, с начальником УВД, с начальником ГАИ мы обсудили это все, и просто машину отбираем, и там на несколько суток, там 10, 15, 20 суток не даем машину, потому что понимаю, что иначе мы молодого человека, как он начнет ходить пешком, он начинает переживать и начинает себя вести по-другому. Но родители или там родственники, которые мне звонят, вот я, честно сказать, хочется один раз услышать спасибо, что ты его остановил и отобрал машину. Да не так звонят. Они звонят, отдайте ему машину, на каком основании вы забрали, в таком ключе. Я говорю, я думал, вы спасибо хотите сказать. Слушайте, ваш сын с ума сходит на машине, объем сумасшедший, набирает машина скорость за буквально несколько секунд. И это уже снаряд. И не всегда управляемый. Вот в чем проблема. Вальтер Сергеевич, разве несколько лет назад культура вождения была другой? Просто люди говорят, что когда при Леониде Запшипа ГАИ работала более эффективно, чем сейчас. Как вы это прокомментируете? Вот вы, статистика же такая вещь. Да, вот давайте, Леонид Юрьевич Запшип, вот у меня просто лежит статистика по годам. Это какие у нас года получается? 15-16 год. 15-16 год, и там первое его назначение было 10 и 11, да? Давайте посмотрим и нашу статистику. Вот у нас сегодня смертность на дороге. Прошлый год, за 21 год 42 человека, за 22 год уже 45. Теперь посмотрим 10-11 год. 69-72, соответственно, 15-16, 75-80. Причем еще хотел бы один момент, фактор такой. В тот период личный состав ГАИ составлял 500 человек. Сегодня личный состав ГАИ составляет 200 человек. То есть недокомплектовано, да? Вот так Конечно, нет, сокращено. У нас есть некомплект, но вместе с тем сокращено количество личного состава. Идет отток кадров. Отток кадров идет. И еще немаловажный фактор. В тот период, 10-11 год, машин в Абхазии было 23 тысячи. 11 год 27 тысяч. 15 год было 34, 16 36. Сегодня у нас 21 66, 22 68 тысяч машин. Значительный прирост транспорта. Прирост транспорта, минимизация кадрового состава. Это результат автомобили, лучше. которые на регистрационном учете, Так вы точно, имеете в виду, вы конечно. не учитываете российские машины, которые заезжают летом в огромном Я количестве. вас уверяю, что их наравне с нашими. Тут многие ездят с российскими номерами. Мы говорим только об абхазских машинах. Вы посмотрите, какая разница. И что у меня, как и у нас, смертность уменьшилась. Практически вдвое. Хотя и мы личный состав уменьшили вдвое. Может, я сейчас скажу абсурдную вещь, но хотела бы уточнить.
статистику можно изменить или сокрыть какие-то факты, Могу. не внести в статистику? Вместе вот статистику в Абхазии скрыть может что-то и можно, только не смерть. Вот смерть вы никак не скроете. Единственное, вот я хочу тут добавить, я буквально несколько месяцев тому назад постановлением Кабинета министров по инициативе Министерства внутренних дел было внесено изменение в оформление и сохранение статистики дорожно-транспортных происшествий. Ранее дорожно-транспортное происшествие, если человек получал тяжкий вред своему здоровью, входил в статистику, если он после ДТП в течение 15 дней погибал, то он входил в нашу статистику погибших в ДТП. После 15 суток он в статистику не входил. Сегодняшним решением постановления Кабинета министров лица, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии впоследствии в течение 30 суток, если умерли, то они входят в нашу статистику в 30-дневный срок. Это вот вступило в марте месяце этого года, это постановление Кабинета Потому что министров. контроль ужесточился, личный состав меньше. Ну и результат, этим гордиться нельзя ни в коем случае. Для нас, для Абхазии, каждый человек дорог, но смертность меньше практически вдвое. Это говорит о том, что вы посмотрите, еще есть статистика, у нас количество выявленных нарушений, то есть сколько мы штрафуем людей. В 3 раза больше штрафов сегодня, нежели это было вот в те периоды. То есть объем работы выполняется реально колоссальный. И Может, штрафуют не тех, иногда, мне кажется, для того, чтобы как раз-таки пополнить статистику. а можем мы сказать, что погибают не те? Нет, я сейчас не о погибших, а вот так вот те, кто Я имею в виду, оплачивает влияет штрафы. это на это или нет. Ну, слушай, у нас, безусловно, человеческий фактор имеет место. Милиция, вот ведомство, это срез нашего общества. У меня нету инопланетян. Они все наши братья, сестры, это наши дети, сыновья. Понимаете, тут это все то же самое, просто он одел форму. То есть и воспитание его, образование его, это все срез общества. Иных у нас нету. Мы можем их ругать, не ругать, но это мы и себя можем ругать и так далее. И еще в пользу, например, еще такой фактор. Вот я провел анализ, сколько у нас в этом году заехало в Абхазию машин. Около 50 тысяч это за 2 месяца. Да, ну вот посчитайте, у нас где-то 100-150 тысяч машин заехало. Сколько у нас ДТП с гостями произошло со смертельным? Ни одного. Да, у нас есть, где туристы пострадали, но это пешеходы. Опять же, наши их сбили на пешеходном переходе. Вот к чему я это говорю? Культура вождения. Вот там она у них все равно, там как бы ситуация, дисциплина, там вот эта необратимость наказания, автоматизация на дорогах, она дала вот этот результат. Человек стал дисциплинированнее. И он, приехав сюда, ездит также дисциплинированно. Потом у нас есть ряд поправок, которые мы вот сейчас очень много работаем над этим, помогает нам Генеральная прокуратура. Хочу честно вам сказать, с любой инициативой, к которой я прихожу, в том числе в администрацию президента, там, в кабинет министров, все относятся с пониманием, с поддержкой. Только есть вот это у нас, хотим мы или нет, это вот бюрократическая такая, мы должны ее пройти. Да? Ну, мы много сейчас поправок готовим. Но у нас, например, человека невозможно лишить прав с первого раза. То есть мы, по большому счету, оценили жизнь человека в 12 тысяч. За управление Я, транспортом. кстати, управление. читала очень много комментариев, вот, потому что там был интересный пост, автор даже запомнила, это было месяца 2 назад, Анжела Белава, она педагог, но она, вот душевный крик про ДТП, вот как близкие люди гибнут и так далее, она больше обращалась к людям, а не к правоохранительным органам. И потом понятно, что стали комментировать работу вашу и так далее. Вот многие там предлагают, что надо ужесточить. Штрафов недостаточно, надо лишать водительских прав на какое-то время и так далее, и так далее. При каких случаях можно лишить водителя, который там, нарушил скоростной режим и так далее, вот, водительских прав?
Ну, вот санкции, которые предусматривают лишение права управления, это статья 117, это превышение скоростного режима, когда есть рецидив, то есть более 2-3 раз, выезд на встречную полосу, управление транспортом в нетрезвом состоянии, это только вот после 1-го, 2-го, 3-го раза санкции предусматривают лишение права управления. В этой Вообще или связи на какой-то период? На 6 месяцев. от 6 и дальше от рецидива следующих правонарушений зависит. В этой связи Министерство внутренних дел и Генеральной прокуратуры создана рабочая группа, которая подготавливает поправки внесения действующего законодательства в вышеупомянутые статьи. Предлагаем ужесточить статью 119, часть 1, это управление транспортным состоянием опьянения, 12 тысяч рублей штраф сейчас предусматривает. И мы хотим внести изменения, что в первые случаи выявления этого нарушения, чтобы человека лишали на 6 месяцев. Но когда мы Вообще будем... 12 тысяч, это же немалые деньги В платят, этом году да? мы уже около 4,5 тысяч административных выявлений по этой статье выявили, управление транспортом в нетрезвом состоянии. Из них 1100 административных материалов не смогли оплатить. В соответствии с частью 2 19 статьи мы должны их отправить судебным приставам для принудительного исполнения статьи 119, часть 1. То есть уплата штрафа, и вторая часть предусматривает лишение на 6 месяцев. Мы понимаем, что мы вот около 1001 лишили права управления. Теперь надо сделать, чтобы эта 1000 не села за руль, и санкция за выявление нарушения ранее лишенного управления транспортным средством была соответствующая. На данный момент она составляет 4800. То есть человек, который ранее лишен за управление транспортом в нетрезвом состоянии или при превышении скоростного режима выезда на встречную полосу при рецидиве, мы его штрафуем на 4800. Ну, его еще надо и в общем потоке выявить. Фактор, то, что мы его выявим, невысок, к сожалению. И для этого мы применяем санкцию, сейчас в поправке, вот в этом же рабочем совещании, что если будет выявлен нарушитель, ранее лишенный, он не будет 4800 платить, а если за управление алкогольного управления, будет на 15 суток арестоваться сразу. Главное, чтобы этот закон применялся ко всем одинаково. Безусловно, Чтобы, принцип как неотвратимости сейчас наказания. говорят, что некоторые могут избежать такого наказания по звонку, по родственным связям, по тому, какую должность занимает, чтобы не было вот такого разделения. Это Наша очень Абхазия, важно. Не все скроешь. Сегодня я вам скажу так. Ну, вот этот принцип телефонного решения по телефону вопросов закрываю я. Сегодня, ну, я честно, не то, что сейчас вот на отделении, но вот мне позвонить и решить вопрос, чтобы там... У меня брата двоюродного посадили на 15 суток. Вот, да и он сидел. Ничего Родственники с страшного. вами общаются после этого? Ну, я думаю, родственники должны понять, что я просто сберег своего брата. И чтобы всем остальным было Ну, правильно. умные поймут. Неумные тоже поймут. Мне кажется, все равно, вот мы перед эфиром началом говорили с Баталом Валерьевичем вот, там, о самосознании водителей, о повышении штрафов, об ужесточении всех этих правил. Мне кажется, это не совсем, скажем так, то, что приведет, как говорится, к уменьшению правонарушений. Не секрет, чем банально, опять-таки, будет сказано, чем круче машина, тем больше шансов, что он проезжает. Тонировка, это будто он там, не знаю, он там выпишет, его просто не останавливают. Мы говорили и про тонировку тоже, как регулируется тонировка, кто имеет право полностью тонировать, кто не имеет права. Я вам даю слово, что когда я стою, никто не проезжает с тонировкой лобового стекла. Я почему подчеркиваю? Вы знаете, когда мы в парламенте принимали закон о разрешении тонировки боковых стекол пассажирских, там какой там процент цвета? 65% затемнения. Да, теперь скажите мне, пожалуйста, вы поняли, у нас нет обеспечительных мер для реализации данной статьи закона. То есть, чтобы я выявил вот этот 35 проходимость света, это должен быть день. Там условия какие, при каком это солнечный день, ясный день и приборы. Ни прибора не имеем, ни постоянно солнечного дня нет. И получается, вот мы написали закон априори, который реализовать невозможно. А насколько мешает эта тонировка? И ведь есть в мире практика, где разрешена тонировка от лобового. Где это? В африканских странах? Ну, неважно, какая разница. Не только в африканских, есть в некоторых штатах Соединенных Штатов Америки разрешается тонировка. Вы же Там автолюбитель? да.
Ну и как разница есть между затемненным ночью в наших улицах или не затемненных? В плохую погоду. Возможно, Вы даже здесь правы, нечестны. но, допустим, я, как говорю, летом, допустим, мне это помогает, то есть мне не мешает. Если солнце, речь так идет о далее. человеческой жизни, надо, наверное, своим комфортом Статистика пожертвовать. какая-то есть? Давайте совсем в эти детали мы не уйдем, потому что тонировка, наверное, серьезная проблема, Я но вам не скажу самая так, сегодня главная идет, я проблема. извиняюсь, вот, да, мысль одну. Вот я сейчас, у нас приоритетным направлением является автоматизация всех вот и камеры и так далее. Вот если мы ставим камеры, сегодня современные камеры способны считывать информацию, застегнут. Я сегодня ставлю задачу личному составу начать наказывать за ремень. Почему? Я убежден в том, что из вот этих 46 погибших, если они были бы застегнуты, ну, минимум 15-20 человек сегодня были бы живы. И теперь, когда я ставлю задачу за ремень останавливать, как минимум хотя бы на трассах. А как он это выявит? Вот как он выявит машину, которая наглухо затемнена? Сегодня почему в России не дают боковые затемнить? Потому что стоит камера, которая считывает ремень, телефон, который тебя отвлекает, считывает. А мы сегодня хотим к этому двигаться, но затемненки не хотим трогать. Так не бывает. Надо пожертвовать своим комфортом ради человеческой жизни. В интервью в программе «Амчера», Вальтер Сергеевич, вы сказали, что хотите снять с руля всех наркоманов. Имелось в виду, чтобы наркоманов лишить удостоверения на вождение, да, прав. Вы остаетесь при своем мнении? Конечно. А с чем я столкнулся? И У это нас возможно? мы останавливаем гражданина, очевидно, он в нетрезвом состоянии. У нас тут много факторов. Во-первых, нету разграничения. Там есть просто находится под опьянением. Никто не пишет ни алкогольное, ни наркотическое. Нету разграничения. Сегодня по статье нет такого разграничения. Теперь нам эту поправку надо вносить. Теперь надо определить, что такое находится под наркотическим. У нас, я столкнулся с такой проблемой, что мы не все наркотики выявляем. Есть наркотики, которые наш наркодиспансер не способен выявить. И наркоманы об этом знают. Соответственно, они стараются употреблять их. Теперь, мы с Минздравом договорились, у них было на балансе был очень такой хороший аппарат, хроматограф. Мы договорились, взяли к себе на баланс, потому что мы смогли привлечь специалистов, коллег с России, которые приехали, наш хроматограф довели до ума, запустили. И теперь вот этот хроматограф будет способен различать практически, там такой очень большая библиотека наркотических веществ, значит, он будет различать очень много видов наркотических веществ. И вот теперь я прихожу к тому, чтобы я смог определить наличие у человека наркотиков. Столкнулся с следующей проблемой. Чтобы его лишить прав, мне нужен наркодиспансер, чтобы дал заключение, что он является наркозависимым. А у нас нет понятия юридически наркозависимый, и у нас нет, как признать лицо наркозависимым. Вот это вся цепь, звенья одной цепи. И мы вот это все поэтапно сегодня решаем. Я понимаю, что сейчас после этого интервью паника будет у наших наркоманов. Но это ведь тоже важно. И у некоторых Важно. служащих. Что делать? Это наша общая проблема, ее мы будем решать. И вот если я смогу разделить лицо, находящее под алкогольным опьянением и наркотическим, и, конечно, будет стоять вопрос о лишении его. Если мы в части лиц, находящихся под алкогольным опьянением, можем говорить о лишении их на 6 месяцев, потому что его состояние не может быть постоянным. У наркомана оно постоянное. Если он не находится под наркотическим опьянением, у него ломки. При одном и другом случае этот человек неадекватен, и его за руль сажать нельзя.
А может, человек прошел реабилитацию, образно говоря, через полгода он восстановился и не употребляет наркотики? Это уже его проблема, пусть он доказывает нам, что он сегодня не является наркозависимым. Вот при нарушениях, да, вот вы остановили людей, задержали и так далее, больше какой статистики? Нарушают скоростной режим или там еще чего-нибудь, на встречную полосу вышли и так далее? Это вот люди в наркотическом опьянении или в алкогольном? Если говорить о количественном соотношении да. нарушителей, Ну да. в общей массе нарушения, которые происходят, они прочие нарушения. Это забыл документы, не взял соответствующие техосмотр, водительского удостоверения. Это прочие нарушения, которые напрямую не влияют на безопасность дорожного движения, косвенно на дисциплину. Если говорить о тех нарушениях, которые сегодня влекут за собой тяжкие последствия здоровью и жизни, это выезд на встречную полосу, скоростной режим. Два таких основных нарушения, из-за которых у нас сегодня тяжкие дорожно-транспортные происшествия. И на третьем месте это алкогольное опьянение. Сегодня, к сожалению, определить для того, чтобы какое количество у нас лиц управляет и как часто нарушают правила дорожного движения, есть статистика. Она говорит, что мы за этот год выявили 4249 нарушителей под опьянением. Пока мы не имеем такой законной функции говорить, кто под каким был. У нас есть определение опьянения. А тогда, перебью, извини, а как понять, он отказывается что он под от опьянением? освидетельствования. Отказывается от Да, освидетельства, это уже приравнивается. автоматически. Следующее еще, что хочу А он сказать. отказывается, я вам скажу, пьяный не откажется. Пьяный, он понимает, что там же наркотиков не покажет. Он отказывается тот, кто наркоман. Я понял. Что хочу сказать, это по сравнению с прошлым годом у нас было 3527 административных выявлений. Мы каждый год повышаем профилактику, изучаем нашу статистику происшествий, где чаще всего происшествия происходят, места концентрации так называемых дорожно-транспортных происшествий. Усиливаем патрулирование, проводим групповые мероприятия, на свадебные мероприятия. У нас вот как раз сейчас осенний период, пора свадебных мероприятий. Вот в этот период у нас резко возрастает количество выявленных нарушений по статье 119 управления транспортного состояния опьянения. У нас есть маленькие технические проблемы, связанные с тем, что республиканский наркологический диспансер может провести освидетельствование и выдать акт нам только в городе Сухум. Таких подразделений в регионах у нас, к сожалению, отсутствует. Надо его оттуда вести, чтобы здесь Представляете, да, как это затратно и морально, и физически, и технически. Еще одна проблема, которая мешает реальную статистику нам показать. Вот, например, у нас, если человек погиб в ДТП, мы не имеем возможности, там родственники приезжают, никто его вскрыть не даст, и мы не имеем возможности понять причину смерти или причину ДТП. У нас есть случаи, когда человек и выезжает, он говорит, слушай, мне плохо в области груди, очевидно, что у него сердечная недостаточность, и он просто, дорога чистая, проблем нет, он съезжает с дороги, и не сильный удар машины тоже, но он умер в машине, он тоже в статистике ДТП. Вот столпотворение машин в городе больше, вот в Сухуми, да? Но больше всего ДТП. Это мое такое дилетантское впечатление. Абсолютно я не считала. На трассе. Скорость. Мне кажется, что вот трасса это вот как бич. Там, соответственно, как бич. Да, я понимаю, почему. Значит, вырвался и поехал. Оперативный простор и ушел. Хорошо. Вот для того, чтобы эффективно все-таки противостоять и профилактику эффективную обеспечить, я понимаю, чего не хватает. Понятно, вы уже начали говорить, речь идет о видеофиксации, о видеонаблюдении и так далее. В каком состоянии эта ситуация? Мы с 2017 года внедряем камеры фото-видеофиксации, они у нас работают только на республиканской трассе. К сожалению, за этот период мы не смогли выйти на дороги районного значения, остались только на республиканской нашей трассе. И, к сожалению, развитие тоже не получается. С чем это обусловлено? Первый период это была не состыковка с нашим действующим законодательством, которое, благо, мы сформировали, на сегодняшний день отвечает всем вызовам. Сейчас остается в техническом оснащении. Мы должны группировку камер не как сегодня 10 иметь на республиканской трассе, они должны находить у нас не менее 50-60 на республиканской дороге. И в городах и районах, в городе Сухум и всех остальных районах, для того, чтобы эффективно могли повлиять. И мы могли это почувствовать. Но это еще не все.
Выявить нарушителя – это полдела. Основная часть – привлечь его к этой ответственности. В других странах, где применяются камеры фото-видеофиксации нарушения правил дорожного движения, есть развитая служба судебных исполнителей, почтовая связь, где постановление о нарушении отправляется по почтовому индексу, и в автоматическом режиме человек уже уведомлен и несет за это ответственность. У нас, к сожалению, этого и нет, и мы не можем... Законодательно это не закреплено. У нас есть практика обратной связи на нашей программе. И иногда в соцсетях на нашей странице люди комментируют открыто, а иногда вот в личное сообщение присылают свое мнение или вот какой-то свой опыт. Вот если вы мне позволите, я зачитаю. Читаю вот от первого лица. Хочу сказать, что этот человек написал не анонимно. Я знаю этого человека. Очень уважаемый человек, солидный, интеллигентный, эрудит и при этом очень скромный. Не молодой человек. Вот, пишет так. Недавно меня оштрафовали сотрудники ГАИ. Якобы я не пропустил пешехода на пешеходном переходе. На самом деле я считаю, что с моей стороны не было нарушений. В районе турбазы утром в час пик, когда все машины едут гуськом из-за пробок, со скоростью 5-10 км в час я подъехал к зебре перед санаторием МВО. В этот момент на пешеходном переходе никого не было. Двое туристов подошли к бордюру у зебры, но их не было на самой дороге, в отличие от меня, который уже был на зебре. В итоге сотрудники остановили, оштрафовали. Я попытался защитить свои права, попросил показать видео, доказывающее мою вину. Мне ответили, что такое видео могут представить только в суде. Сотрудники ГАИ поговорили со мной в неуважительной форме, считают такой поступок форменным вымогательством. Притом, в этом промежутке центральной трассы нет нужных дорожных знаков, а передвижение сложное, так как паркуются в неположенных местах прямо на дороге, создавая помехи другим участникам движения. У сотрудников ГАИ к ним, видимо, нет вопросов. Вот Батал Валерьянович, ответьте, я отвечу пожалуйста. на этот вопрос. Расскажу вам такую ситуацию. Министр внутренних дел позвал меня и доложить ситуацию о возбуждении административного производства в отношении описания практически один в один подходит. Может, даже тот же и человек. Если честно, мы не усомнились в его жалобе, начали проводить проверку. Чтобы принять объективное решение, надо провести проверку и объективно в ней разобраться и наказать виновных. При разбирательстве так получилось, что на данном перекрестке, благодаря интернет-провайдеру системы, у нас в городе Сухум основные узлы дорожных проезжих частей оснащены камерами наблюдения круглосуточного. При просмотре видеоматериала мы увидели, что пешеход сделал полметра, стоял уже на проезжей части, в соответствии с правилами дорожного движения, если быть буквальными, да, так, то инспектор дорожно-патрульной службы был прав. Когда мы министру предъявили видео, да, человеческий фактор, машина уже проехала стоп-линию, где на перекрестке обозначено, где надо остановиться для пропуска пешехода или же пропустить на транспорт по второстепенной улице. Почему такие вещи нельзя решать в словесном порядке? Вот есть же вот некая, вот даже внутренний наш кодекс АПСОР, если человек уже не молодой, видно, что не злостный нарушитель, интеллигентный человек. У меня, например, был случай в Израиле, когда мы с друзьями переходили там, где не положено переходить. К нам подошел полицейский и сказал, что здесь нельзя переходить, я должен был бы вас оштрафовать, но первый раз прощаю, вот в следующий раз я вас оштрафую, но, надеюсь, мне не придется это сделать. И в административном кодексе есть мера взыскания предупреждения. Когда предупреждением расходится нарушитель или инспектор. Имеет место, к сожалению, часто о них не говорят. Плохая новость, она распространяется по статистике на 16 человек, хорошая не более 2 и 3. Это к чему говорю? Есть и такие факторы, когда вот у нас вчера в Гагрском районе было 30-летие освобождения города Гагра, где ветераны, к сожалению, празднуя эту знаменательную дату, позволили себе сесть за руль в состоянии таком незначительном опьянения. Нами было принято решение министром в таких случаях
отстранять управление и довозить до места назначения под сопровождением. Такие случаи есть, но о них не говорят. Есть, да, люди, которые в пору своего воспитания, в пору своего настроения, тяжелого рабочего дня не пойти навстречу, но законодатель регламентирует строго. Многие автолюбители там некорректно высказываются в адрес госавтоинспектора и так далее. И, несмотря на то, что я иногда спорю с сотрудниками, я с большим уважением отношусь в общем сотрудникам и госавтоинспекции. Тяжелый труд. Неблагодарная работа, что бы они ни сделали, я Никто же из понимаю. нас не хочет, чтобы наши дети там работали. Не вопрос. Но иногда бывают такие ситуации, когда вот действия сотрудников вызывают какую-то реакцию неположительную. В частности, вот стоят на Красном мосту, да, сотрудники госавтоинспекции и останавливают, то есть выявляют правонарушение, там не знаю, проверять техосмотр, техпаспорт, водительское удостоверение и так далее, в то время, когда весь Красный мост заполнен машинами. То Я есть по этому поводу ругаюсь. на ВМ я поднимаюсь, перед Бисквитом кафе стоит знак. 30 метров, стоянка, остановка запрещена. Они стоят под этим знаком, я поднимаюсь с работы, еду, тоже уставший, тоже и хочу домой, злой. Вот. И он меня останавливает и начинает там проверять, а все ли, почему у тебя тренировка, почему. Я говорю, вот до того, как я подъехал сюда, ты же мог бы освободить эту... Могу ответить на ваш вопрос? Да. Я понял. Безусловно, проблема парковок, я удивляюсь, почему он не первым стал у нас в Сухуми и вообще в Республике Абхазия остро стоит. И это связано с тем, что за последние 3 года у нас прирост транспортных средств от 32 тысяч до 68 тысяч. Это не говоря транспортных средств, которые не стоят на иностранном учете. Мы видим, что те офисные центры, свадебные залы и так далее, торговые центры, когда строятся, они не то что предусматривают парковочные места, они более того, они забирают старые парковочные места. У нас количество транспорта возрастает. Действенный механизм по противодействию неправильной парковки, стоянки, остановки у нас, к сожалению, нет. Мы раньше, если вы помните, откручивали номерные знаки. Тогда руководство Министерства внутренних дел было, это не смешно, было принято решение для того, чтобы как-то эту проблему решать, пойти на это. Это, к сожалению, не регламентировалось нормативно-правовыми документами, но приказом министра мы пошли по этому пути, но, к сожалению, наши граждане начали говорить, что это неправильно, это не входит в правовое поле, и мы ушли от этого. Механизмом, единственным привлечением к ответственности машин, которые стоят у Бисквита и по улице Акиртава, если не ошибаюсь, на турбазе. Там очень много торговых центров, там много столовых, там пекарни. Там парикмахерские, и ни одного парковочного места. Милиция. Не тот, кто разрешил строить. И ни одного парковочного места. Более того, там предприниматели предприимчивые приняли такое решение самостоятельно. В ночь это было так быстро сделано, что то место, которое предназначено для пешехода, было сокращено для парковки машин, что еще сугубо ухудшило ту ситуацию, которая там находится. В среднем там паркуются до 200, до 300 машин. Вот один экипаж в городе Сухуми, их до 7 у нас сегодня работает, 15 человек, сотрудников госавтоинспекции, которые должны обслужить от въезда в городе Сухум со стороны Ачадары до Синопа, со стороны Гулирипского района. 7 патрульных автомобилей, которые должны быть на рынке по улице Ардзема. Мы там знаем, что очень сложная, напряженная ситуация. Также с парковками проблема. По улице Лакоба у Сбербанка тоже такая же ситуация, такая же проблема. Да, там стоит банк, очень важный государственный банк, но нету ни одного парковочного места. Идем дальше. Это блок административных знаний администрации президента, кабинета министров. Там скоплено очень большое количество офисов. Званба-9, и нет парковочных мест. Те старые, предназначенные для Советского Союза, они уже недостаточны. Недостаточны. А мы что делаем? Мы подъезжаем вот этими 7 патрульными автомобилями, должны везде успеть. И у каждой локации, которую я вам указал, не менее 200-300 машин. Он ему в рупор: уважаемый водитель, подойдите, пожалуйста, к своему транспортному средству, вы нарушили правила парковки. Он с окна смотрит: не выйду, меня штрафуют, подожду, он устанет и уедет. Номер открутить не можем. Следующий законный у нас метод и воздействие на это — эвакуировать транспортное средство. Вот, Роберт, когда вы вечером злой остановились у Бисквита, думаете, все стоят, я поставлю, куплю тортик, чтобы настроение себе чуть поднять. И вы увидите, что вашу машину эвакуируют. Я боюсь, там будут
последствия Я не уголовного поставлю. характера. Нет, хорошо, Ну, я сейчас к примеру я говорю. и проехать не могу, помимо того, Я, что к примеру, там... говорю, чтобы вы понимали о проблематике, том, что наше общество к этому не готово. Это говорит, если о моральной составляющей. Но мы уже должны говорить о технической, да, в первую очередь. Министерство внутренних дел к этому не готово. У нас нет тех мест, где мы эвакуированные транспортные средства будем в безопасности хранить. У нас нет тех автомобилей специальных, которые их будут Это же эвакуировать. комплекс мер. Это вот в кабинет министров уже мы отправили письмо. Значит, вот эти все проблемы мы озвучиваем. И их реально пути их решения ищем. Но это очень финансово емкие. Это реформа. А любая реформа, она реально несет большие финансовые затраты, которые наше государство сегодня не может себе позволить в полном объеме. Было принято решение разбить это на этапы, посмотреть наиболее актуальные проблемы, которые мы можем решить. Сегодня уже написана целевая программа, которую уже я в кабинет министров отправил. Вот, и нам будут там ежегодно выделяться деньги на решение вопросов автоматизации всех сведений, которые поступают в МВД, и его обработки и так далее. Вот у нас, когда он говорит, машина стоит, и мы не знаем, кто хозяин. И как вот, представьте, я экипаж должен там оставить, чтобы он дождался этого хозяина. И что в результате, вот я целый экипаж у меня там стоит, и хозяину сказать, сколько там штраф? От 600 до 1200. Вот, дайте нам разрешение. Вот этот стикеры, ну, знаете, помните, был стоп-хам? Стоп-хам. А сделай, ну, не такой большой, сделай такой стикер. Он никогда не скажет, что ему постановление не вручали. И пусть это будет как вот с формой, с номером. Подошел, на машину приклеил, штраф, он ее отодрать проблемнее. И поверьте мне, 2 раза ему приклеишь, он больше в жизни там не поставит. И еще что касается теперь вот этих автоматизаций. Почему было принято нашим руководством решение убрать вот это, ранее был здесь как это, безопасный город? Да, безопасный город. Это тоже конфликтный фактор. Когда люди понимают, что с них штраф берут не государство, а какие-то частники, это конфликт, Абхазия не будет платить. И вот сегодня принято решение, вот этот комплекс по автоматизации вот этих всех сведений будет 100% государственным. И все деньги будут идти на счет государства. Вот эти проблемы решают. Но деньги большие нужны для его внедрения. И вот но некоторые у нас уже лишенные прав ездят. Мы не можем эти сведения иметь. Вот, нам нужны пункты, чтобы были планшеты, чтобы сотрудник госавтоинспекции должен сразу определить лицо, понять, кто он такой, чтобы мы могли, во-первых, законопослушного гражданина отделить от злостного нарушителя. И относиться к ним надо по-разному. И тогда человек заботу почувствует, что если он живет правильно, то к нему относятся по-другому. Но это сделать нам поможет только автоматизация. В тот момент человек не думает обо всем об этом, он видит, что знак стоит, машины стоят, останавливают меня. И Я это человеческий понимаю фактор. И вас тоже я понимаю. Ваше право тоже в этом. Я сам ругаюсь, когда я живу на турбазе, я когда проезжаю, и они стоят там, я говорю, зачем ты здесь стоишь? Твоя задача обеспечить безопасность на дороге. А ты стоишь, ищешь нарушителя. Слушай, уже есть нарушители, вон они, иди работай. Но там вот это, что они сделали искусственно, вот этот, как говорится, кармашек, ну не может же быть. У нас, вы знаете, вот я здесь столкнулся с тем, что у нас, слава Богу, что есть милиция. Она во всем виновата. Слава Богу. Вот ее не было. Я вот просто не представляю, кого мы винили бы все время. У нас во всем мы виноваты. Человека на самом деле, с точки зрения даже морали, если мы говорим о том, что там напротив банков и так далее, слушайте, ну как вот ты будешь наказывать человека, ты же создал сервис и не даешь человеку туда подъехать. Ну это что же неправильно? Вот он задает вопрос, слушайте, а где мне машину поставить? А у нас нет парковок. Пенсию приехал получать, пенсию. Пенсию пенсионер приехал получить. А как я должен пенсионеру разрешить, а другому нет? Вот и возникает вот этот правовой нигилизм. Ну да, сколько серьезных проблем. На самом деле я начинаю понимать, что это очень большая проблема. Вообще вся наша передача может уйти на этом. Мы так не можем сегодня, поэтому давайте, наверное, по этой части вот подведем, может быть, какие-то вот итоги.
Мы прекрасно понимаем, что не успеваем за реальностью. Сложилась реальность, за которой успеть трудно, и особенно это трудно, потому что, опять же, необходимо финансирование. Серьезно? Потому что, на самом деле, мы все в курсе, что общемировая практика показала, что самая эффективная такая ограничительная профилактика мера – это видеофиксация. То есть, если бы вся вот наша трасса была бы под видеонаблюдением и так далее, и вот эта автоматизация, о которой вы говорите, все это было бы совершенно в другой реальности, мы начали бы жить. Не успеваем, потому что это реформа, это большие деньги, тоже понимают. Это Да? Но с дисциплинирует другой человека. стороны, да, есть вещи, вот из того, что вы сказали, я поняла, что там, может быть, не небольшие деньги нужны, а вот нужно что? У меня такое ощущение, что вам придется очень много работать с нашими депутатами. Вот многие вещи, о которых вы говорите, мне кажется, что парламент способен это решить, и он должен это решить. Вот эти вещи, которые направлены на ужесточение и так далее, вот на новые нормы и прочее, для этого же больших денег не надо. Это их работа, в конце концов, и они должны понять эту проблему, поддержать и работать Надо дать должное. быстро. Сегодня у нас с парламентом тоже нормально понимают. То есть мы когда проблему, я очень много с ними общаюсь, вне парламента, мы видимся все. Мы, как говорится, обсуждаем эти проблемы. Они тоже озабочены этими проблемами. Они спрашивают, почему это так. Единственное, наверное, надо окунуться в эту проблему совсем с профессиональной точки зрения, чтобы совсем другие детали обсуждать. Все должны Мы работать когда немножко начинаем быстрее, рассказывать, чем что работают. одно вытягивает другое и так далее, и тут не получится локально проблему решать, ее надо системно решать. Вот этот подход нам нужно приобретать, навыки и двигаться с системным подходом. Мы должны сегодня закладывать фундамент большой системной работы. Мы не сможем вот так вот локально эту проблему решить. С точки зрения вот этой автоматизации, знаете, с какими проблемами мы сталкиваемся? У нас есть система, есть другие видео, операторы, но у нас с чем? У нас язык программирования может быть разный. А мы когда базу создаешь единую, а он частник купил, почему он покупает так, как ему удобно, а тебе нужно, чтобы она соответствовала той программному обеспечению, соответствовала тому, что ты создаешь. Потому что идет речь о локальной, не локальной, а системе. Тут много вопросов, и тут очень много человеческого фактора. И мы все должны в этом участвовать. Мы должны обсуждать эту проблему. Те люди, которые из вредности не хотят участвовать в этом, когда будут видеть, что большинство, часть общества это обсуждает, понимает решение, видит пути решения, оно тоже, наверное, перейдет на нашу сторону и будет помогать. Я что хочу сказать, вот эта вся проблема, она не только проблема системы МВД, это проблема наша с вами, и нам надо вместе решать. Вот я элементарный вопрос, вот мы когда ругаем, сотрудники работают, я проезжаю, столько ориентировок даю, вот пока я до дома доеду и так далее, загнать эту машину, ту машину и так далее. Но гражданин никогда не позвонит. То есть милиция должна делать, слушайте, мы не одни должны делать, мы вместе должны делать. Вы Израиль приводите пример. Так у них насколько люди законопослушные, и они вам не позволят нарушать, они помогут сотрудникам. А у нас, понятно, и наших прав, мы во многом виноваты, что там доверие нужно заслужить, это нужно. Но у нас есть милиция стала не такая престижная. Я не могу туда привлечь людей. Мы же кого набираем? Проблема у нас набрать людей туда. Хорошо, давайте, мы так начали немножко жестко по ГАИ. Боюсь, что все-таки объективной картины не будет по завершению этой части нашего обсуждения. Я хотела бы услышать, начиная с 2015 года, если посмотреть эту динамику, потому что я обратила внимание на 2021 год, там, кстати говоря, наблюдался спад ДТП со смертельным исходом. Самый лучший результат да, и за всю сейчас жизнь. тоже шло в 2022 году нормально, но летом произошли очень жесткие ДТП, и нас они все напугали, думал, неужели мы возвращаемся к тому, что было, и поэтому хотелось бы эту картину, коротко, пожалуйста, основные данные. Какая была ситуация? С 15-го, какой год самый тяжелый был, и как сейчас эта динамика двигается? С 15-го, если брать? Да. Да, с 15-го года самый тяжелый был 16-й год.
В 2016 году 80 человек погибло. Дальше, вот это интересно. Потом идет в 2017 году 67 человек, в 2018 64, в 2019 56, в 2020 57, в 2021 42 Я человека. извиняюсь, можем эту статистику вам дать, просто чтобы зрителям было удобно выложить это, когда хорошо. будем Ну, комментировать может, это. да, хорошо. Тут с 90-го года у нас статистические данные, здесь указано год, когда были происшествия всего, год сколько было, сколько погибло, сколько ранено, и количество транспортных средств. Чтобы не упрекали Министерство внутренних дел, что мы укрываем эту статистику, не показываем, своевременно не говорим, мы говорим везде, Вы всегда. публикуете на своих сайтах? Ну вот эту вам дадим и статистику? вот выложите, и эти вопросы все отпадут. Самые аварийно опасные года у нас были, это они идут тут 15, 16, 17, идет по уменьшению до 2021 года, и в 2022 году у нас идет уменьшение, но мы видим с вами, что в пору всех событий, которые в мире происходят, что мир закрылся, и большое количество туристов приехало в Республику Абхазия. Может, Абхазия стала более привлекательной, тоже надо учитывать в своем курортном потенциале. И вот я общаюсь со своими коллегами по Краснодарскому краю, изучаю также и статистику, мы граничим с ними по приграничному сотрудничеству. Рост дорожно-транспортных происшествий отслеживается и по Краснодарскому краю. Как показывает наша статистика и анализ, это обусловлено тем, что необходимое количество авиабилетов и ЖД-билетов и автобилетов для общественного транспорта были ограничены, потому что они были раскуплены. И большое количество туристов двигалось на своем транспорте. У нас в Республике Абхазия, если говорить о дорожно-транспортных происшествиях, граждане Российской Федерации не являются таким основным локомотивом в происшествиях, но наши граждане в обеспечении ихнего досуга, отдыха, предоставлении каких-то услуг очень становятся деловыми и активными. Деловая активность наших граждан была очень высокая. Еще обуславливается чем? У нас были 19-20 и часть 21 года были закрытыми в проведении массовых мероприятий. Компании, свадеб ввиду коронавирусной инфекции, большое количество свадебных мероприятий откладывалось. И в 2021-2022 году у нас сегодня, наверное, каждый, кто нас слушает и кто здесь сидит, по 4-5 приглашений имеют. Трафик нагрузился, но мы не привыкли ездить в пробках. Мы начинаем выходить навстречу и создаем аварийную ситуацию. Мы там хотим как-то вот как привыкли. И еще у нас очень много праворульных автомашин. Да. Это тоже очень серьезный фактор. Они за последние 2 года. Да, так вот можно резко вот на задались. следующие мои вопросы коротко, для того, чтобы мы пошли дальше. Вот мне интересно участие женщин в ДТП. Насколько много, или мало, наоборот, Ну, потому что про Я вам женщин скажу, все время характер какие-то дорожно-транспортных анекдоты. Вот, происшествий, да. к сожалению, дамы не уступают сильному полу. Связано с чем? Первая проблема это парковка, во время парковки дорожно-транспортные происшествия. Вторая — это плохие погодные условия. Оценить дорожную ситуацию сложно нашим дамам. Они чаще всего не справляются здесь с погодными условиями, с управлением транспортными средствами и съезжают с проезжей части. И не совсем внимательны при маневрах разворота. Вот такие имеют. Не забалтывайте тему. Давайте фактами. Сколько ДТП совершили женщины? Ну, я сейчас такую цифру вам сложно мне сказать. Ну, скорее всего, совсем мало. Ну, со смертельным исходом. Вот Да, есть с такие праворукой вот я это вам скажу. интересно, да, вот. У нас То, что плохо паркуются, разворачиваются, это мы И со видим. смертельным с Да, женщинами это- за управлением я не слышал, честно. Но мне кажется, женщины более осторожны все равно. Ну, скорость так не поднимают. Они могут раздражать других участников движения тем, что тихо едят, думают, прежде чем развернуться, куда развернуться. Тем Да. самым, да, они Создают могут создать аварийную помеху. ситуацию. Влияют все равно на аварийную Но сами ситуацию, не да? совер- Еще вот один момент. Вот я не помню, в каком году это было, но это было в президентство Хаджимба. Была проблема о том, как себя ведут наши сотрудники ГАИ вот с российскими туристами и так далее. И вот в контексте вот обсуждения этой проблемы и так далее
сверху был настоящий очень жесткий наезд на сотрудников ГАИ, и я по телевидению видела, и потом в социальных сетях видео, значит, сразу же выложили очень жесткий разговор господина Хаджимба с сотрудниками ГАИ. Так, большое количество сотрудников ГАИ, люди, которые, правда, выполняют тяжелую работу. Сейчас зрители скажут, смотрите, как она их защищает, да. У которых, кстати говоря, не только низкая заработная плата, в тот период тоже была низкая заработная плата. Я знаю потом от этих гаишников, что они не могли получить смену вот этой формы, они не могли получить смену обуви. И в этой ситуации их собирают, и президент им говорит: вы люди без чести и совести. Это его слова. Это цитата, которую я запомнила. Потом я, когда начала выяснять, в каких условиях эти ребята работают, сотрудники, за них не просто было обидно. Вы помните, они написали заявление коллективно, уходили, потом, по-моему, вернулись и так далее. В тяжелых условиях они работали. Я просто сейчас хочу спросить в этой связи. Заработная плата, какая она вот у сотрудников ГАИ? Раз. И еще, насколько они обеспечены? Если говорить о вопросах материально-технического обеспечения и графиком работы, ну, с графиком работы у нас за тот период еще хуже стало, в том плане, что у нас, как я говорил выше, отслеживается отток кадров. В тот период времени у нас было штатная численность личного состава свыше 500 человек. На сегодняшний день она 206 человек, работающих сотрудников дорожно-постовой службы. Она обусловливается тем, что работа не совсем оплачиваемы, хотя в 2021 году в соответствии с подписанными договорами правительства России, Абхазии, Министерствами внутренних дел обоих ведомств по софинансированию заработная плата поднялась, но она в среднем составляет сейчас инспектора дорожно-постовой службы 15 тысяч рублей. 15 000 рублей. Рабочий график инспектора дорожно-постовой службы должен быть трехсменка, так называемая, или же в лучшем случае четырехсменка, сегодня двухсменка. То есть инспектор дорожно-постовой службы 24 часа проносит службу, после 24 часа имеет отдых, и на следующее утро он, когда уходит домой, после должен возвращаться на службу. Если говорить о технических транспортных средствах, то вот в соответствии с вышеупомянутым договором у нас транспортные средства в достаточной мере имеются, получаются алкометры, мы получаем, в соответствии, специальное оборудование. Ну, конечно, того необходимого количества, которое бы мы хотели бы, к сожалению, нет. Хорошо. А вот форма милицейская государство обеспечивает, Да, или они безусловно. сами должны свою зарплату покупать? Да, безусловно, да, получает. Государство должно выдавать в летние, осенние, весенние, зимние. Ну, не всегда получается, по возможности обеспечивать. Жаловаться не будем, все нормально. Мы с вами сейчас хотели бы обсудить очень важную проблему. Это криминогенная обстановка в республике. Как обычный гражданин, который не имеет отношения к вашей профессии, вот я и мои коллеги, наверное, тоже слышат, что вот такой вот прямо острой критики работы органов внутренних дел вот по этой части, да, вот как бы нет, возможно, какая-то произошла другая динамика, и я хотела бы услышать конкретные разговоры на основе статистических данных. Мне, кстати, известны эти данные, они очень важные, они о многом говорят, если их проанализировать, и поэтому нам интересно, конечно, что происходит вот за эти годы, вот работы вашей, значит, в этой должности, скажем, по части вот таких правонарушений или преступлений, как убийство, похищение людей, разбои, грабежи и так далее. Вот какая динамика вот за эти годы наблюдается? Что вам удалось сделать? Я всю жизнь думал о том, что как бы мне вернуть оперативника на его поприще. У нас оперативники были задействованы очень часто. Они были и ППСники, и гаишники, и все стояли 24 часа
на постах. И в результате оперативной работы это очень скрупулезная, большая работа в общении с обществом. И есть понятие такое оперативных подходов, это общение. Ну, вся информация, чтобы ее получать, нужно доверие заслужить. Чтобы заслужить доверие, нужно с обществом общаться. И вот для меня это было таким приоритетным направлением. Это мы сегодня уже добились. У нас сегодня оперативники минимально задействованы и занимаются несвойственными функциями. Они занимаются чисто своей оперативной работой. Ну, мы ставим задачи, планки, поднимаем потихоньку. Молодое поколение воспитывается, у нас хорошее поколение при всех трудностях. Вот. И я думаю, оттуда и этот результат. Оттуда этот результат. Значит, сегодня по тяжким преступлениям, значит, ну, вот эту динамику не совсем честно будет рассказывать, потому что они всегда работали так, как система позволяла. Сегодня просто ситуация лучше. Сегодня и возможностей стало больше. Вот я вспоминаю себя, у нас была одна машина на весь центральный аппарат МВД, а сегодня оперативники, они уже со служебным автотранспортом, с личным у многих. То есть они на своих полях, как говорится, работают. Но по тяжким преступлениям, значит, у нас в 2021 году у нас было убийство и покушение, вот, да, с покушениями на убийство и вот такого рода преступления. Значит, у нас было в 2021 году 13, раскрыто 9. Это очень хороший результат. В 2020 году было совершено 11 преступлений, раскрыто 6. Ну вот если брать те года, которых самых у нас непонятных, скажем так, это уже было совершено 17 преступлений, раскрыто 9. Это какой год? В 2015 году. 16 год 19, раскрыто 14. Но если мы помним, ну вообще в части касающейся убийств, в Абхазии это, конечно, 17-й год был очень тяжелый, насколько мне помнится, 32 по статистике. убийства. Да, 32 убийства, 20 из которых были раскрыты. Но самые большие проблемы у нас были, если вы помните, с похищениями человека. Ну вот тут могу сказать, что у нас за 9 месяцев 22 года один факт, и он раскрыт. И 21 год один факт, и он раскрыт. Самое главное, вот что могу сказать, что основные криминальные группировки, практически там с вот этими проблемами, они сегодня как бы разобщены или же задержаны. Представители основных криминальных группировок. Мы знаем, что в Абхазии происходило, влияние криминальных авторитетов на среду. Вот, мы еще, когда я первым приехал, первый раз там шумно это все было, задерживали воров в законе. Вот. Они сегодня, конечно, очень сильно влияют на молодежь. И нам нужно вот эти акценты правильно расставить. Они сегодня в обществе стараются свою армию там такую иметь скрытую. Вот. В целом динамика у нас очень хорошая. Если мы ее удержим в таком темпе, у нас ситуация будет Ну, я стабильная. понимаю, что вы как тактичный человек и министр не хотите об этом говорить, но я в сжатом виде вообще для зрителя хочу сказать, у меня есть статистика, если позволите. С 2020 года по 8 месяцев 2022 года наблюдается уменьшение количества убийств покушениями в сравнении с предыдущими годами. В 2022 году вот эти же месяцы еще 8+, наблюдается уменьшение количества похищений человека. В этот же период наблюдается уменьшение количества разбойных нападений. В этот же период наблюдается уменьшение количества грабежей. Я хотела вам задать вопрос. Вроде бы какой-то такой серьезной реформы пока нет, но все-таки вот такой результат положительный, очень хороший говорю, люди имеется. занимаются своим делом, они Люди не занимаются отвлечены. Да, да. они не отвлечены. Вот это интересно. Вот Мы здесь тоже замечаем, что над очень нами много не давлеют критики в какие-то нашей- ужасные преступные группировки, которые, скажем так, все эти годы стращали население, общество, Самое простое, то, что успокоились мы с люди. детьми можем вот сегодня выйти на набережную, что мы слышим, какие-то преступления совершаются. Нет, дети гуляют. Кстати, люди спрашивают, куда все подевались? Ну, Они все что, в Дранде?
Нет, мы сделали предложение, от которого они не отказались. Как интригующе. Не, на самом деле, значит, что хочу вам сказать. Вот даже по убийствам, 14 убийств, все 14 раскрыты. Это вот в этом... В 22 году, да, 22 за году. 9 месяцев. Вот. Я очень часто сталкиваюсь с критикой, когда говорят, вы не все регистрируете. Я вас заверяю, что не регистрировать убийство невозможно. Убийства, грабежи, разбои. Ну, это резонансные дела, и не знать о них правоохранительные органы не могут. Мы сталкиваемся с проблемой в части краж. Ну, в силу нашей вот этой ментальности мы не хотим как бы заявлением писать. Даже кражи из квартир, мы пытаемся это как-то по-другому. Не мы, а там определенные люди пытаются это как-то Вот по-другому. кроме квартирных краж, еще что? Вот еще какие-то Ну, кражи? кража мело телефонов, можно телефоны воруют, там, как и отдыхают люди, там отдыхающие приезжают. Ну, там очень много еще забыли на пляже. факторов, знаете, таких, они сами невнимательны, они отдыхают, расслаблены люди, там машины не закрывают, ну, и в некотором смысле они толкают, что ли, нашу вот эту молодежь, не открытая машина, а там лежит ноутбук. Конечно, и вот тут такой фактор Количество имеет место. квартирных краж разве не уменьшилось? Просто я сейчас Уменьшилось, вас слушаю и понимаю, что мы в последнее Да, время не слышу, можем да. позволить себе не закрыть квартиру. Ну, на несколько Ну, там, и так минут вслух не и так далее. говорите, Как-то более или менее спокойно. Вот, я хочу сказать, мы сегодня забыли о многих преступлениях, которые вчера рассказывали. Мы сегодня, вот скажите, пожалуйста, о каком последнем преступлении резонансном вы слышали? С майнингами Кража связанное имеет убийство место. было, конечно, Да, но это понятно. с майнингами, да. да. Но вот это тоже, знаете, оно в сфере неправового регулирования. Вся эта деятельность. Мы не можем, например, возбуждать уголовное дело, если нет потерпевшей стороны. Вы поймите, мы не можем такое, это не позволяет нам право и закон. Вот. И такого рода преступления мы о них слышим. Но они не зарегистрированы не потому, что сотрудники милиции не регистрируют. Да я больше вам скажу, мы многие из этих преступлений даже примерно понимаем, кто совершил. Но мы не имеем правовой формы начать по этому поводу работать. Потому что, ну как, вот наша деятельность регламентирована строго. Я не могу ни обыск провести, ни задержание, если нет потерпевшей стороны. То есть пока нет потерпевшей стороны, нет факта совершен противоправного деяния. Ну, а и на каком основании вы будете проверку проводить и тем более возбуждать уголовное дело? Тем не менее, преступления происходят, их, как говорится, водворяют в тюрьму. В данном случае в Дранской ИВС. Когда-то давно уже говорили о том, что будет новая тюрьма. Что вы знаете об этом, что скажете? Вообще, вот если глобально говорить о изменении вообще всей криминогенной ситуации в стране, самый главный принцип – это неотвратимость наказаний. Вот знаете, вот я когда изучал вот эту всю проблему, пришел к такому выводу. Среднестатистически каждый преступник раза 2 в год попадает, если он на воле. Вся проблема в том, что он не сидит после совершенного преступления. А если сидит, то не так, как должен сидеть и сколько должен сидеть. В Абхазии основные преступления по направлениям совершают практически одни и те же люди. Ну, там, группы лиц и так далее. Они все равно у нас попадают, но мы никак не можем их закрыть надолго. Это камень. Ни в чей камень, это общая проблема. Я что хочу сказать, и по поводу Дранды нашей, так называемой. Конечно, нужно строить тюрьму полноценную. Я сейчас буду, может, выглядеть не совсем как по пониманию нашего, но я считаю, что тюрьма должна быть современная, с библиотекой, со спортзалом и так далее. Исправительное учреждение. Дело не в исправлять. исправительном. Вот этот фонд, который криминально ориентированные люди несут, они якобы там вот им трудности такие пережили, что вот они за счет этого авторитет приобретают. Нет, там трудностей не должны быть. Если он хочет в этом социуме жить, так называемом, не хочу называть этот социум, вот, но мы найдем ему тоже место, как он будет сидеть, и совсем в других условиях. А у нас сегодня в Дрантах разношерстные люди, которые совершили противоправные деяния, умышленно, неумышленно, они все сидят под одной крышей. И все попадают под одну
вот под одну идеологию, которая там распространена. Воровская. Да. Вот. И вот тут ну, нам нужна тюрьма. И нам нужна тюрьма, вот как сказал президент, мне очень прям близко было, что она не должна в драндах быть. Она должна быть в латах, куда дорога одна и ехать 3 часа. Я посмотрю, сколько человек поедет. То есть сейчас вопрос не стоит о том, что должна строиться тюрьма, просто я же говорю, там в районе Ну, сейчас Дранды, в уже, да, Липецком районе. было это актуально все, но сегодня, я не знаю, это, во-первых, сметная ее стоимость, конечно, она колоссальная, я не знаю, какого сегодня решения, но это снимет очень много проблем. Человек в своем социуме живет криминальном. Вот дали ему 9 лет, он уехал сидеть 9 лет. Вернувшись, если он все 9 будет сидеть и сидеть, как вот мы понимаем, в нормальной тюрьме, он вернувшись, он даже в свой социум не впишется. Это разлагает, разобщает даже криминальную среду. Ну, это вот пока это как следственный изолятор, да? Вот это не Вообще тюрьма, он вот был Драндов, следственным это изолятором. СИЗО, Он да? же был следственным изолятором, это не тюрьма. У нас То в есть конце там концов... подследственные в основном находились, насколько Сейчас я очень понимаю. много, да. Сейчас очень много попадают лиц, распространяющие наркотики. Да, вот. Ну, раньше, конечно, они, когда сидели... Ну там вот в- видеонаблюдение есть, начальник есть, там целый аппарат работает. Вот наркотики все равно попадают. Как это Я вам происходит? скажу так, у нас там работают люди, как штрафбат. Вот он у нас где-то себя не проявил, мы его отправляем туда, никто не хочет идти работать. Потому что, кто хочет работать с контингентом специфичным? И это проблема. Чтобы там создать тот режим, о котором мы говорим, это совсем иной подход нужен. И люди должны там зарабатывать, иначе туда мы людей не заведем. Для нас тюрьма закрыта, для журналистов АГТРК. Мы не знаем, что за стенами тюрьмы происходит, хотя интересно посмотреть, потому как люди рассказывают о том, что у заключенных создан комфортные условия. Честно говоря, вот писали несколько лет тому назад, я не знаю, сейчас ситуация при вас изменилась или не изменилась. Вообще, вы серьезно зашли туда, в эту тюрьму, чтобы поменять Мы обстановку? серьезно думаем, что там надо поменять, Да, ищем пути их решения. Вип-камеры, скорее всего, есть, потому что Что всякие значит видео... вип за камеру? Камера просто, которую они сами благоустроили за свой счет. Не мы же им там вип-камеры строим Да, и но так это далее. разрешено, чтобы все комфортные условия Создавать себе создавать такие в условия, тюрьме? находясь в заключении. Тогда встанет вопрос, тогда мы должны обеспечить, чтобы они содержались в должном уровне. Мы не сможем это обеспечить? Не, но другие люди же там живут в обычных условиях. Другие. А Ну. почему какие-то так называемые крутые, они должны жить в каких-то особых камерах со всеми нормальными условиями для жизни, а эти люди другие... Это другие, криминогенная другие среда, нет. у них там чуть-чуть свой порядок. Это не другие люди, а люди, которые в криминальном мире там занимают определенное положение, можно так сказать. Хотя, вы знаете, там тоже много что изменилось. Раньше я помню, что вот интересно, лица, что-то распространяющие изменилось за это время? наркотики, они не сидели там, не общались с другими криминально ориентированными людьми. Сегодня там все перемешалось. И что раньше презиралось, сегодня уже не презирается. То есть там совсем мир меняется. Но я вам скажу так, чтобы изменить там проблему, ее действительно нужно строить тюрьму. Я не найду туда людей, которые пойдут работать, просто и будут выполнять те требования, которые я буду перед ними ставить. Вот. У нас в СИЗО служит 17 офицеров. Вот. У нас зарплата там у офицеров 30 тысяч, у рядового состава 25 тысяч рублей. А вы представляете, каждый день с чем они сталкиваются. И вот у нас 17 офицеров, 15 рядовых. А комплект там 57 единиц. Но укомплектован на 40, 10 человек не А, хватает. кстати, сколько человек там сидит сейчас в Дранде? Общее количество есть у вас? Да, там сегодня сидит 280 человек. Вот такое было. Женщины сидят вот в Нет, Драндах, в или они Драндах все нет, они все вот в МВД здесь сидят. в МВД, да? Их число растет сегодня. Очень многие они завлечены в распространение наркотиков.
И у нас проблема даже, вот, а мы не знаем, куда их теперь девать. Женщин заключенных. Женщин. имеется Конечно, в виду. надо производственную зону строить. Они должны там шить, работать, я не знаю. А мы Ну их да. всех держим. И, кстати, я вас уверяю, что если Большая правильную проблема. тюрьму сделать с производственными как его, отсеками, так называемыми, то и многие люди будут работать. Ну, не все же криминально ориентированы, там, с идеологией. Не все отъявленные негодяи в тюрьму тоже можно Надо попасть людям давать по-разному. шанс. Вот, знаете, у меня вообще давно назрел проект, вот прямо годами ношусь с этим проектом в голове. Этот проект связан не то что с тюрьмой, а с тем, что вот внутри, с людьми. Вообще возможно будет вот с отдельными личностями вот пообщаться. И то, что мы можем сделать, вот телевизионщики, это... Пропиарить их. Нет, это не пропиарит. Мы речь не ведем вот о ворах в законе и так далее. Там могут быть люди, которые, вот скажем, осуждены за распространение наркотиков, еще за что-то и так далее. Вообще очень хотелось бы вот пообщаться, вот узнать, что это за люди. Вот хотелось бы узнать. Мне кажется, что не ваше ведомство не потеряет, а вообще и мы все как люди приобретем, Люди если мы немножко откроем, что там В происходит. основной своей массе люди, распространяющие наркотики, это не местные. Это не местные, ну и о чем с ними? Они вот там с азиатских стран сейчас очень много стало их. Истории этих распространителей. людей, вот многих людей, которые там находятся, очень могут положительно повлиять на людей. Условия Большая содержания, то есть одинаково для человека, совершившего тяжкое преступление, я не знаю, там покурил марихуану, тоже, и потом как Ну, его давайте исправить. честно сказать, за марихуану у нас не сидят. И Ну, я образно сказал, может быть, менее Тяжкое тяжкое преступление, там, в отличие у нас за марихуану, у нас вообще за употребление практически никто не сидит. Все, что касается наркотиков, все сидят за перевозку и распространение. Причем распространение может быть не в этом классическом виде, там, продавать, а он может привезти, там, поехал, купил и привез своим друзьям. Это может тоже распространение. И самое тяжкое в этом деянии, то, что он перевез через границу. За перевозку там очень большая мера наказания. И вот иностранных граждан, которые за это Да, они- преступление сидят, их они- много. в основном иностранные граждане сидят за распространение. Вот, там их очень много, причем молодежь, как правило, студенты. Вот, их завлекают. Ну, это же как бы относительно легкие деньги, на их взгляд. А что вам помогает вот в раскрытии подобных преступлений? Это, не знаю, агентурная сеть, это какие-то современные технические средства. Что именно? Это Потому комплекс. что я очень... Комплекс. Ну, вот в части, я могу сказать, большого успеха мы достигли в части разоблачения. Вообще, я вам хочу сказать, преступление уходит уже в зону, как она там, IT, в интернет. И они становятся очень сложно раскрывать их, становится со временем. Все в интернете. И там нам нужны уже другого Поэтому рода и оперативные спрашиваю, то есть, сотрудники. каким образом Другого рода подобная оперативники, это айтишники, что-то граничащие с хакерами, которые умеют взломать и получить необходимую информацию. Вот Интересно. в тюрьме есть интернет. У заключенных есть Ну, в интернет. Абхазии есть, просто там тоже Там распространяется. тоже есть. И заключенные умело пользуются интернетом, умело в кавычках, потому что они регистрируются в соцсетях, чаще в Фейсбуке, под анонимным ником, и делают информационные вбросы, уничижают достоинство наших граждан, иногда сеют всякую панику, истерику. И люди, не зная, кто этот человек, был подтвержденный факт, когда из тюрьмы человек, который заключен под стражу за распространение наркотиков, насколько заключенный имеет право пользоваться интернетом. Нельзя ограничить или же проконтролировать. Интернет – это хорошо, если, например, они обучаются или навыкам ремесла, пока мы сейчас свободное вернемся к тому, время что у них нужно есть. строить новую тюрьму. Чтобы это все ограничить и сделать правильно, строить нужно новую тюрьму. Просто делать все нужно с самого начала правильно, и чтобы они
чтобы тюрьма отвечала требованиям современного мира. Она должна быть тюрьмой и со всеми режимами, причем там, если я не ошибаюсь, в проекте той тюрьмы, которая должна была строиться, я не знаю, почему выбрали опять Дранду, на тот период это было 3,5 миллиарда. Где Хорошо. такие деньги Абхазия возьмет, чтобы построить тюрьму? Самое страшное Поменять вообще ситуацию с точки зрения сложно. государственных реформ – это полумера. Когда мы любую идею можем, не доводя ее до конца, ухудшить даже то, что есть сегодня. В общем, не секрет, что иногда, значит, имеют место факты использования сотрудниками милиции незаконных методов для добывания информации. Я понятно сказала, вот, то есть выбивание показаний, вот это есть добывание информации незаконными методами. Мы знаем резонансный случай, который был связан с человеком, который погиб, умер в тюрьме, и в этом обвинялись, я не знаю, дальше вот развитие этого вопроса сотрудники милиции. И я не хочу, чтобы мы сейчас разбирали этот вопрос, потому что я этот вопрос тоже не очень хорошо знаю. Вы, конечно, знаете, но у меня вопрос такого плана. Зная, что вот такие факты встречаются часто, кстати, во всех странах, в той же Америке, где вот вроде бы так заботятся о правах человека, это есть в России. Вот, значит, и у нас тоже, значит, это имеет место быть. Вот интересно, вы как-то попытались вот разобрать вот эту ситуацию в деталях, как-то посмотреть и изнутри увидеть своих сотрудников, где вот такое может происходить, как это может происходить, что-то поменять в этой связи, чтобы это не происходило. Когда ты всю жизнь оперативником работал, конечно, ты эту проблему знаешь изнутри. Сколько я нахожусь в должности, вот сколько мы раскрыли тяжких преступлений, вы, наверное, слышали от кого-нибудь жалобы, что там применили к нему меры физического воздействия и так далее. Но пока я сижу, я такого не слышу. Вот омбудсмен все время упрекает Ну, они вас, нас она упрекают в чем? хочет Потому что попасть как туда только мы и так далее. задержали человека, она Да. хочет к нему быстрее всех попасть. Но мы, когда человека задерживаем, проводится комплекс мер. И вот на тот момент, то, что буквально первые часа 3, 4, 5, ту доказательную базу, которую мы сможем собрать, у нас же противодействие огромное. У нас даже человек гражданский, который в жизни не совершал преступления, поможет преступнику, но не сотруднику. Потому что я знаю, что сейчас утечка пойдет, ненужное слово выйдет на улицу, и у меня затруднится сбор доказательной базы. Речь идет, нужно всегда понимать, когда мы говорим права нарушаем чьи-либо, причем не доказано, зачастую голословно в этом мы начинаем, ну или там незначительно там есть. Ну, во имя чего? Я понимаю, что это не оправдание может быть для кого-то, но вы послушайте, речь идет о жизни людей. И на тот момент вот все идеально сделать невозможно. Иногда приходится очень быстро на опережение играть, потому что криминал тоже мобилен, он мыслящий. Современный криминал, он мыслящий. Он, кстати, если мне нужно для того, чтобы там какие-то действия провести, мне необходимо там постановление, там бумаг столько, ему это не нужно, он просто это делает. Сотрудники могут вот при вас, вот вы главный начальник, и тон задаете вы, да, Исключено. и чтобы они избивали, вот скажем, задержанного для того, чтобы быстро получить показания, получить информацию, чтобы, ну, самооговор, да, называется, чтобы он признался в том, чего не совершал, да, вот это возможно. Мне сложно как бы вас в чем-то убеждать, но вы что-то такое Но факт вы всегда, знаете? вы сомневаетесь, вот бывает, что вот в сотрудниках, или вы всем сотрудникам верите, что они такое сделать не могут, что они компетентно работают, есть методы, которые приняты в криминалистике и так далее, допрос. Наша милиция, срез нашего общества. Все у нас есть, как и в обществе, разные люди. То есть вы не идеализируете и не исключаете? Я просто не допускаю.
Вы смотрели фильм «Мавританец», американский фильм, который основан на реальных событиях, Смотрел. хваленная американская правоохранительная система? Вы Да, смотрели, да, да. как выбивали эти признания Да, у людей, какие жестокие методы они использовали? Но они Это же за после это 11 Гуантанамо держали, сентября, чтобы после юрисдикция теракта. США не распространялась на тюрьму, они за это ее держали за ее пределами. Про современные технологии, то есть насколько они внедрены в МВД, то есть как они используются, есть ли специалисты, есть ли кадры вот именно в этом Значит, направлении. для решения этих проблем я не могу раньше времени кричать ни о чем. Ну, просто не в моем это стиле. Но мы много что делаем. Мы, например, стали отправлять уже в школу милиции не вот так, как классический следователь там, или оперативный сотрудник. Сейчас мы отправляем в IT направление, развиваем. Они у нас, даст Бог, через 3 года уже вернутся, уже иного характера специалисты. Мы создаем целое управление технического обеспечения, то есть это люди будут заниматься именно в сфере высоких технологий. Вот страна узнала о нескольких громких делах по экономическим преступлениям вот в последние годы. Вот если коротко говорить о работе ОБЭП, какие успехи? Я ответственно заявляю, мы совместно работаем со всеми. Мы сегодня достигли, ну я не знаю, чтобы раньше такого было, взаимодействия между всеми оперативными подразделениями СГБ и МВД. Оно на самом высоком уровне, который возможно. У нас оперативный состав знает друг друга, общается, и в части реализации каких-то мероприятий взаимодействует тесно. И сегодня нету ни одного громкой реализации, чтобы не участвовали там сотрудники СГБ или сотрудники АБЭП. У нас специалисты друг друга дополняют, и вот эти результаты, о которых мы сейчас говорим, это именно результат совместных мероприятий. Хотелось бы, чтобы коротко вы сказали вот о достижениях. Я понимаю, короткий период, да, вот времени вы работаете в должности министра. Было бы хорошо, если бы вы срезюмировали. У меня очень много времени заняло вообще анализ той ситуации, которая есть внутри системы. Какие у нее проблемы, и приоритеты расставить нужно, и вектор задать, куда двигаться. Есть очень много проблемных зон, в том числе вот, хотя я никогда не сказал бы, что где-то там сотрудники ГАИ там не дорабатывают грубо, конечно, есть куда двигаться, стремиться. Но работа выполняется большая. Ну, вот я считаю, проблемной зоной это вот, например, вот ситуация на дороге с гибелью наших граждан. И вот эти все проблемы, когда сложил и понимаю, что сегодня надо максимально быстро, по возможности, внедрять автоматизацию и базу данных. Сегодня уже нету того классического оперативника. Вот я со своими коллегами в Москве общаюсь. За счет того, что плотность, визуализации, на количество камер на квадратный метр в Москве такой высокий, что сегодня раскрываемость преступлений практически 80% за счет именно высоких технологий. Фундаментально для развития МВД это экспертно-криминалистический центр и момент сбора первичного материала. Вот если мы вот это научимся делать правильно, все остальное будет у нас зависеть от насколько мы будем внедрять вот это высокие технологии. Батал Валерий, что-то хотите сказать по ГАИ? Хотелось бы обратиться к гражданам нашим, участникам дорожного движения, которые являются и автолюбители, и пешеходы, чтобы были внимательны, соблюдали правила дорожного движения для того, чтобы обеспечить безопасность себе и другим участникам дорожного движения. Да, просто берегите себя. Мы вам готовы помочь, но мы больше вас сделать ничего не сможем. Мы не сможем в каждую машину посадить сотрудника госавтоинспекции или поставить их каждые там 100 метров. Я, наверное, завершу уже разговор. Спасибо огромное вам, спасибо моим коллегам. Разговор у нас был долгий, но, видимо, такой разговор был нужен. Мы очень много интересного узнали, и самое главное, вот у нас, наверное, появилась какая-то уверенность, что вот
идет серьезная работа. Как-то не случайно недавно вот разговаривала с простыми ребятами, но простые ребята, в смысле, которые не заняты вот нашей работой, но они общаются с большим кругом людей, с разными. Я вот говорю, вот что-то, говорю, министр вот не кричит, не шумит, его не слышно, не видно на дорогах, не орет. Что вообще происходит? Мне вдруг молодой человек говорит, не сомневайтесь, что он работает, но он тихо работает. И какие-то важные изменения в обществе уже произошли. Люди это чувствуют. Если даже об этом еще не сказали, они это чувствуют. Это, наверное, ваш стиль. Это самая главная оценка да. для меня. Мы привыкли, что если главный милиционер, он должен орать, кричать и так далее, всех устрашать, пугать и прочее. Здесь другая, наверное, системная работа, и, ну, надеемся на хорошие результаты в дальнейшем тоже. Проблем много на самом деле. Я понимаю, что вам нужна поддержка на законодательном уровне, вам нужна поддержка на финансовом уровне, поддержка на достижение, использование новых технологий обязательно. Без этого сейчас очень трудно работать. И несмотря на все это, мне кажется, что главное внимание сегодня все-таки должно быть направлено на решение, насколько возможно, на профилактику двух больших проблем – ДТП и наркотики. Наркотики и ДТП. Я даже не знаю, что страшнее, что хуже, что опаснее для нашей абхазской молодежи. И, видимо, надо все силы бросить сюда для того, чтобы остановить эту беду. Если по ДТП мы знаем, какие аварии, чем закончилось, и сколько людей погибло и так далее, а мы вряд ли владеем информацией о динамике вовлечения молодежи в наркоманию. Сколько человек, вот скажем, да, в течение года новых наркоманов появилось и так далее. Такой информации, скорее всего, мы не владеем. Спасибо всем большое. Это была Аргама.